В последние дни все стали получать сообщения о некой игре. Организаторы забавы описывают ее суть на слайдах. И само собой в ход идут доказательства от счастливых победителей, которые купаются в деньгах и утверждают, что все это абсолютно безопасно, всего лишь взаимопомощь. Ее представляют как беспроигрышную игру, цель которой внести для начала 2400 рублей, а далее соблазнять своих подписчиков на активное участие в ней. Организаторы Инстаграм-лохотрона обещают присоединившимся выплаты в несколько раз превышающие входной взнос, который уходит предприимчивым дельцам. Всего за несколько дней игра стала вирусной в Ингушетии. Любители резко обогатиться приглашают своих друзей и знакомых, убеждая, схема работает. Вот и Залина Баркинхоева, одна из жертв. Деньги ушли на ветер, а кто стоит за всем этим беспределом, так и не поняла. Изначально я не верила в эти игры. Я не думала, что я буду участвовать, но моя знакомая, моя подруга начала этим заниматься, я ей поверила. Соответственно, я вошла в эту схему. Потом она вышла, она получила свои деньги, она вышла, следующая стала я. И когда встала я, уже люди начали выходить, потому что свои деньги не получали. Во-первых, Ахар Мухамдес. Во-вторых, но я об этом не подумала изначально. Я об этом узнала только потом, когда я уже начала играть. Я думала, уже все потеряно. Ханс уже открыт адалхам худахцунах. И я эти деньги оставила. Конечно, для того, чтобы догадаться про пирамидальную подоплетку происходящего, не обязательно быть финансовым гением. Достаточно просто повернуть картинку на бок, и вот она, настоящая пирамида. Пока неизвестно, кто стоит за этим безобразием, система получения денег далека от равновесия. Чтобы один победитель получил выигрыш, 15 человек должны вложить по 2400. И 14 из них теперь сидят и ждут, когда же заполнятся их цветные полосочки. А для этого уже нужно дополнительно 32 человека. Только в этом случае лишь двое следующих победители получат по 19 200 рублей. Игра просто не вечная. Она когда-то заканчивается, и когда она уже заканчивается, последние они остаются ни с чем. То есть игра построена на том, что у людей отнимают эти деньги. То есть их обманным путем добывают эти деньги. Я считаю, что играть в эту игру, во-первых, с точки зрения религиозной, с точки зрения это грех, а даже если убрать это в сторону, не знаю, это, во-первых, подстава своих же друзей, как бы. Много ли твоих друзей вообще? Много, честно говоря, я не могу озвучить поименно, но знаю, что многие играли, многие даже хвастались, что заработали на этом. Поначалу приглашать получается довольно эффективно. Выигрыши выплачиваются, а довольные победители радостно рассылают знакомым снимки экрана. Вот, смотри, деньги пришли. Чего сидишь? Давай вступай тоже. Рискни один раз. Деньги небольшие. Причем делают это искренне. А многие вступают повторно, наивно веруя, что схему можно провернуть еще раз. Но к моменту, когда бинарная пирамида подбирается к следующим этажам, и для выплат нужно найти по 8, 16, 32 тысячи инвесторов, город уже вышен, волна прошла. И тут известная поговорка, что лох не мамонт, он не вымрет, становится актуальной. Хотя так много легковерных людей в Ингушетии нет. Среди моих знакомых много людей, которые на это подписались. Даже в моей группе, с которой со мной учатся, 2 девочки, перевели эти деньги. И им ничего в итоге не скинули, и они просто потеряли свои 2400. Я считаю, что вестись на такую чушь не стоит, потому что сразу понятно, что это лохотрон. Ходят слухи, что пирамида пришла в Россию из Казахстана и уже затронула многие регионы страны. Организация подобных афер противоречит как российскому законодательству, так и нормам ислама. Когда-нибудь же это должно останавливать наших земляков, которые поголовно сейчас распространяют вот эту игру и в WhatsApp, и в Инстаграме, и все хотят очень быстро заработать. Дело в том, друзья, что вложения в подобного рода пирамиды являются запрещенными как с точки зрения российского законодательства, с точки зрения ислама, и, простите меня, выражаясь жаргонным и уличным языком, людей, которые вкладывают сюда, называют обычно лохами или лицом, которого обманул хулиган. Ну, до какого времени люди будут нести туда все кроны, я не знаю.
Если пиар-компания прошла удачно, то организаторы могут собрать порядка 30-35 тысяч платежей по 2400 рублей. А это около 80 миллионов рублей. Взамен они выплатили примерно 1500-2000 гонораров по 19 200 рублей. Остальные деньги подвисают в системе, так как цветные полоски не заполнились. И предъявить претензии некому, потому что согласно условиям это сами участники плохо приглашали знакомых. Следует помнить одно: легких денег не бывает. Зелимхан Галоев, Магомед Дидигов, Новости 24.